Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В своем телеграм-канале российский политолог Сергей Маркедонов обозначил свой расклад того, какое место занимает Закавказье на внешнеполитических радарах США. Как напомнил Маркедонов, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США недавно озвучил тезис о том, что Соединенные Штаты заинтересованы в завершении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Вице-споуксмен также подчеркнул, что Штаты будут усердно работать, чтобы достичь финишной черты вместе с Арменией и Азербайджаном. Ранее схожие идеи в социальной сети Facebook изложил помощник госсекретаря Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. В своем телеграм-канале эксперт пишет, что о конце истории американского присутствия в Закавказье писали много и охотно. Так было в августе 2008 года, когда Москва пошла на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Схожие оценки звучали в ноябре 2020 года, когда завершилась Вторая Карабахская война, и в сентябре 2023 года по окончании самой скоротечной Третьей Карабахской войны. Однако о таком конце, по мнению Маркедонова, говорить рано. Цитата: «Всякий раз Вашингтон находил какой-то ответ, будь то хартия о стратегическом партнерстве с Грузией 2009 года или так называемый Вашингтонский переговорный формат по Карабаху и де-факто превращение Минского сопредседательского трио в дуэт с Францией в 2022-2023 годах. В конце прошлого года отношения между Вашингтоном и Баку вошли в крутое пике, однако уже 18 января 2024 года президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла США Марка Либби, подчеркнул эксперт. Что же ищут Штаты на далеком Кавказе, задается вопросом эксперт. Со странами региона они не граничат, влияние кавказских диаспор не так велико, если сравнивать с израильским или ирландскими факторами. Общим местом в работах американских экспертов по Евразии является тезис о том, что Южный Кавказ важен для Вашингтона, но эта важность, по мнению Маркедонова, не критическая. Он утверждает, что тут нужно смотреть на ситуацию через другой угол зрения. Цитата: «Американская элита, в отличие от российской, смотрит на Закавказье через другие очки. В них главные объекты не Азербайджан, Армения и Грузия, а Россия, Турция и Иран. В последние годы американская внешнеполитическая оптика на кавказском направлении стала включать еще и Китай. России опасаются за территориальное расширение. Все этноконфликты на территории бывшего СССР американские теоретики и практики склонны рассматривать именно в этом контексте. До поры до времени мирились с ролью России в карабахском урегулировании, так как Россия не признавала Нагорно-Карабахскую республику. 2022 год все изменил, и теперь Штаты, как и на украинском направлении, в кавычках, сдерживают Россию на Кавказе, пояснил Маркедонов. С Турцией, добавил он, другая история. Стратегический союзник, не оппонент, но строптивый и своенравный. Так определил позицию Анкары эксперт, а также назвал Турцию куда более склонной к ревизиям, чем Россию. И в этом вся американская позиция, считает эксперт, заключается в балансировании между дисциплинированием, хотя бы с помощью армянского вопроса, и поощрением региональных амбиций как противовес России и Ирану, отметил Маркедонов. Иран, по его словам, как и Россия, рассматривается Вашингтоном в качестве противника. И в этой связи Штаты крайне заинтересованы в укреплении Азербайджана-израильской связки развития отношений с Баку, сколь бы сложными они не были. Китайская инициатива «Один пояс и один путь» видится Штатами как конкурентный проект в Евразии в целом, не только в Закавказье. Но здесь и сейчас Вашингтон опасается прежде всего усиления экономического влияния Китая, особенно в Грузии, чревато и геополитическими последствиями, заявил эксперт. Он добавил к этому энергетический фактор и стремление к поиску альтернатив для снабжения углеводородным сырьем союзников по Евросоюзу, закрепление на Черном море и на Каспии, связку Кавказ-Ближний Восток плюс селективную защиту прав человека. И пазл складывается, считает Маркедонов. Наращивание связей с Грузией без формального ее членства в НАТО, модель особого союза на манер отношений
отношений с Южной Кореей или Израилем, закрепление в роли главного модератора в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, сдерживание России, Ирана и Китая, оптимизация отношений с проблемным союзником Турции – вот ключевые пункты американской повестки в регионе. Она может нравиться или вызывать приступы гнева, но прежде всего ее необходимо адекватно понимать, заключил Маркедонов. Сейчас мы предлагаем вам интервью с политологом Бесланом Хагбо, в котором подробнее обсудим некоторые аспекты этой темы. Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Скажите, пожалуйста, вот мы хотели бы сегодня более подробно обсудить ту аналитическую статью, которую недавно опубликовал в своем телеграм-канале политолог, и, в принципе, он позиционирует себя так же, как кавказовед Сергей Маркедонов, и он очень интересные вещи написал в этом своем телеграме. В частности, он, обозначая для Соединенных Штатов главных игроков в Закавказье, как он писал, или на Южном Кавказе, он сказал, что главные игроки это не конкретные республики, а Россия, Турция, Иран и Китай. Это очень такой интересный для нас момент, почему именно они кажется ему. Могли бы вы более объемно это, как это следует понимать? Вы знаете, когда говорят о игроках на Южном Кавказе, вообще на Кавказе, и нас не называют, например, Абхазию, Южную Осетию, не надо этому удивляться. Все-таки мы страны, во-первых, частично признаны, это первое, мы становящиеся такие государственные образования, вот так скажем. Если нас но там не называют даже Грузию, Армению и Азербайджан. Да, я понимаю, потому что все-таки эти страны, Грузия и Армения, Азербайджан, которые вовлечены в конфликты, серьезные конфликты и разрешением, которые занимаются другие страны, в том числе и Россия, и Соединенные Штаты Америки, и чем занимаются и Турция, и Иран частично. Вот, видимо, Сергей Маркедонов имел в виду, всегда его интересно читать вообще-то, да, всегда слушать его. Наверное, это имел в виду. Все-таки страны, которые вовлечены в конфликт, и они, конечно, играют ключевую роль в разрешении этих конфликтов. Это всегда было так, тем более Россия. Россия великая держава. Россия имеет жизненные интересы на Кавказе. Конечно, она будет активно участвовать в разрешении всех конфликтов. И этому не надо удивляться. Что касается Китая, например, вы знаете, Китай последние десятилетия, когда она стала почти супер-супер державой, экономической державой, она активно проводит и политику международную, геополитическую тоже. Например, недавно, где-то полгода назад, произошло такое событие, даже больше полгода назад, разрешение такого конфликта, между Саудовской Аравией и Ираном. И посредник выступает Китай. Я помню, когда был Советский Союз, когда были две супердержавы, миропорядком, мироустройством в основном занимались две страны, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Вот Китай как-то, это тоже держава, да, великая страна, но как-то, знаете, не так активно. А вот уже последние десятилетия все говорят, что Китай будет заниматься активно, продвигать свою политику, свои национальные интересы вообще во всех странах мира. И на Кавказе тоже. И учитывая, если посмотреть даже статистику внешнеторгового оборота и Грузии, и Армении, и Азербайджана, какое место занимает Китай. И поэтому, вы знаете, учитывая такую политику, если Китай ведет себя так активно, не надо этому удивляться, тем более у нас на Кавказе. А что касается вообще других вопросов, других стран, например, Ирана, например, и Турции, учитывая все-таки турецкий фактор стал основным фактором не в разрешении Карабахского конфликта, а в победе Азербайджана во время войны в 2020 году. Да, конечно, почему он его называет строптивым союзником? Строптивым, потому что имел в виду, наверное, союзником, если Россия имеется в виду. Нет, для Штатов строптивым. Знаете, очень строптивой. Даже не просто строптивым, а очень даже, потому что такого вызова, который был сделан Эрдоганом со стороны Эрдогана по отношению к США, не было сделано за последние десятилетия ни одним руководителем Турции. Учитывая закупку даже вооружения, у России, это первое, которое не понравилось Соединенным Штатам Америки. Активная независимая политика на Кавказе, не слушаясь иногда даже Соединенных Штатов Америки. Мы не будем забывать, что Турция является членом Североатлантического блока. Это союзник США. И не слушаясь иногда Вашингтона, США, такая независимая политика, подчеркнутая независимая политика, Эрдоган такую политику проводит, и, конечно, его можно и назвать строптивым. Я этому не удивляюсь, действительно. Поэтому, знаете, наверное, этот эксперт Сергей Маркедонов имел в виду это. И все подчеркивают, не только, кстати, вообще в мире все подчеркивают почерк
такой стиль поведения Эрдогана. Это очень независимое, очень суверенно, иногда вопреки политике европейских стран и Соединенных Штатов Америки. А еще там особо подчеркивался вот тот ракурс, тот аспект, что для США очень важно, по мнению этого эксперта, привести к окончательному и быть главным посредником в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, отношений. Вот тут почему это так важно и как тут все движется, где будет подписан мирный договор. Об этом очень много сейчас спекулируют, спорят. Вы знаете, вот что касается вот подписания мирного договора, об этом много говорят в последние годы, руководители Армении и Азербайджана тоже говорят, но много проблем, которые необходимо разрешить. Вообще, если говорить о месте, конечно, здесь своеобразное такое состязание идет между Россией, США, вообще европейскими странами, где же будет подписан этот мирный договор. Вы знаете, почему так подчеркивается? Потому что это дает престиж страны, во-первых, всегда в разрешении, регулировании любых конфликтов. Но, понимаете, здесь все-таки фактор России всегда надо учитывать. В разрешении этого конфликта, окончательного, если не окончательного, хотя бы вот, знаете, вот такого конфликта, который привело бы к мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Вот основные вопросы какие? Это демаркация, это без России, это вообще еще необходимо отметить, что без участия специалистов, например, Генерального штаба России, вряд ли этот вопрос будет решен. Все-таки все документы, как подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, все документы, что касается демаркации между Азербайджаном и Арменией, находятся в Генштабе. Понимаете, это вопросы, которые необходимо учитывать и в разрешении этого вопроса. И вообще и других вопросов. Конечно, активно себя будет вести Россия, и она заинтересована, конечно, чтобы этот мирный договор при ее непосредственном участии был вот, подписан здесь, в России, в Москве. Но и Соединенные Штаты тоже заинтересованы, чтобы как-то, вы знаете, вот, получить какие-то дивиденды в разрешении этого конфликта. Недавно госсекретарь Блинкен заявил, что мы заинтересованы, чтобы мирный договор был подписан у нас в Вашингтоне. Европейские страны, может быть, менее активно, они тоже иногда заявляют о себе. Я подчеркиваю еще раз, хочу вам сказать, что вообще в разрешении любых международных конфликтов, когда это случается, это как бы запись в политической истории. Вот при участии великих стран, вообще этих стран, этот конфликт был разрешен. Любой политический государственный деятель заинтересован в этом. И так себя ведут и Соединенные Штаты Америки, и европейские страны, и Россия. А не удивительно ли то, что еще 5 лет назад вообще о том, что скоро, возможно, вообще заговорят о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, что об этом заговорят, было, казалось, иллюзия, а сейчас уже вот так вроде бы все близко. Действительно ли это случится, как вам кажется, они преодолеют все эти разногласия, которые есть? Конфликт – это на десятилетия. Вряд ли это приведет к примирению вообще вот, народа Азербайджана и Армении. Но мирный договор вполне, очень даже реален, потому что реальность изменилась. Карабаха, как главного фактора вот, противоречия в конфликте между Арменией и Азербайджаном уже нет, потому что этот проект Арцах, его нет. Армения проиграла эту войну. И теперь надо найти такую формулу сосуществования двух стран. А много таких противоречий, которые еще сохраняются. Например, вопрос границы, демаркации, это вопросы коммуникации, там разных коридоров, которые имеют место, да, вот, разные претензии, много претензий друг к другу, которые предъявляют. И руководство Азербайджана к Армении, Армения к Азербайджану, это вопросы, которые необходимо решить. Но что уже нынешнее политическое руководство Армении почти согласилась вот с этой реальностью, что она потеряла Карабах, и надо двигаться дальше, вот, подписать мирный договор, и это вот-вот произойдет. Может быть, в этом году, а может, в будущем году, все так говорят. Потому что много проблем, которые необходимо снять, но это проблемы, которые будут отложены на десятилетия вперед. А что касается вот, мирного сосуществования, это необходимо подписать, и к этому подталкивают и другие страны тоже, особенно Россия, потому что реальность изменилась. Карабах потерян, надо какую-то формулу найти, чтобы армяне мирно сосуществовали с Азербайджаном. Вот в чем все эти проблемы. Вот, а что касается вот, линий, демаркации, границ, это вопросы, которые будут обсуждаться еще, наверное, год-два. Также вот хотелось бы немножко подробнее остановиться на факторе Ирана в этом регионе. Вообще, сегодняшний Азербайджан, у Азербайджана хорошие отношения с Израилем. Это вот после распада СССР традиция такая сложилась, вот всегда, это учитывая вот еврейские вот, диаспора в Баку, которые уехали потом вот,
в Израиль, они активно влияют. И вообще всегда подчеркнуто Азербайджан проводил вот такую мирную, с учетом своих интересов, конечно, по отношению к Израилю. И эти отношения еще на высоком таком уровне сохраняются. А что касается вот событий, которые происходят на Ближнем Востоке, если бы вы заметили, Азербайджан очень сдержанно дает реакцию, особенно вот что касается вот войны в Газе, что касается вот вообще взаимоотношений между Палестиной и Израилем. Это говорит о том, что все-таки вот такую очень рациональную, сдержанную политику проводит нынешнее политическое руководство Азербайджана по отношению к Израилю, потому что это в ее национальных интересах. А что касается Ирана, знаете, Ирану не нравится активное участие вот в разрешении, во-первых, этих конфликтов Турции. Это такой главный такой соперник Ирана вот на Южном Кавказе. И тем более в разрешении таких проблем, как коммуникации, связи и так далее. Но дело в том, что если вдруг не решится вопрос Сюникского коридора, президент Азербайджана заявил, мы с участием Ирана мы этот вопрос все-таки решим. Но надо иметь еще такой фактор, который сегодня имеет место. Это очень плохие отношения между Азербайджаном и Ираном. Это то, что случилось вот 1,5 года назад в связи с убийством сотрудников посольства Азербайджана в Иране. Очень сложные такие отношения. Но сейчас эту проблему стараются решить вопрос, потому что все-таки Иран активно в разрешении этих связей, коммуникаций активно будет принимать участие, потому что это все-таки вопрос геополитики, вопрос национальных интересов Ирана, и без учета ее интересов вряд ли эти вопросы будут решены. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.